Я когда сюда ехал, я видел, что есть ко мне обращение на эту тему. Я Егору Афанасьевичу позвонил и сказал: Егор Афанасьевич, у меня к вам просьба. Вы с людьми переговорите, если они действительно настроены поговорить и найти правильное решение, то я обязательно с ними встречусь. Если они настроены походить с транспарантами, ну пусть ходят, я же не могу им запретить, Бога ради, но это другая работа. Понимаете, есть забота о интересах людей, а есть такое политиканство, себя показать. То есть вышел, написал: я за людей. Люди посмотрели, сказали: надо же, может, даже поверили на первый раз. Я их пригласил к столу, пригласил к беседе. Они не пришли, они пошли на площадь. Их выбор. Я в этом случае сказал: тогда извините, тогда встречаться не буду. Потому что я не буду работать на их политический капитал. Мне это не интересно совсем. Мне про землю, про то, чтобы учесть интересы людей, интересно. А вот про то, чтобы кому-то там на политику поработать, не интересно. Поэтому встреча уже не состоится. По их вине, не по моей. Теперь по поводу того, о чем вы сказали, цифровое неравенство, интернет, а нет разницы никакой, потому что точно так же будет возможность обращения в муниципалитеты, пожалуйста, на месте, и без всякого интернета. Нет интернета, у тебя приходишь, делаешь заявку. Более того, мы делаем переходный период, пока мы считаем, что 3 месяцев достаточно, в течение которого никто, кроме жителей республики, на территории республики ничего получить не сможет. То есть ваше право, как людей, живущих на этой земле, мы в любом случае в конструкции закона точно защищаем. Вот. Ну вот, наверное, ответы на основные вопросы. Вообще, в целом, мы очень внимательно работаем сейчас последнее, права, незарегистрированные права. Мы дадим время, в течение которого человек сможет заявить свои права, даже не зарегистрированные в кадастре. И мы просто эти участки изымем. То есть вот если точно такое же право будет у президента республики, он скажет: это земли, здесь люди всегда занимались оленеводством, да? Не надо их трогать, нет вопросов. Мы взяли и вырезали из карты. Мы все спорные участки, у человека говорит: у меня, я эту землю получил, я не знаю, там, сельхознадел, амнистия дачная, еще что-то. Там много у нас видов законодательства, по которым человек имеет право на землю, но это право еще надо оформить, сконструировать. Достаточно заявления человека, чтобы из общего объема распределения этот участок мы изъяли. При этом потом мы, конечно, обязательно проверим, действительно ли у человека есть права, дадим ему возможность зарегистрировать. На это может уйти год, никакая не проблема. У нас нет задачи немедленно раздать всю землю. Да? Если мы изымем какую-то часть, ничего страшного не произойдет. У нас есть задача людям руки развязать, людям дать возможность работать на их земле, потому что у нас огромная территория, в стране огромная территория, в республике огромная территория, а люди получают землю для бизнеса, для ведения хозяйства годами. Это безобразие. Это просто понимаете, мы сейчас... Это ведь неформальные слова, действительно, доходы людей падают. Экономика не очень в простом состоянии. Надо использовать все возможности для ее развития. То, что мы сможем предоставлять быстро землю, это огромная возможность. Поэтому, вот, собственно, что такое Кангаласы? Вот только что мы говорили. Кангаласы — это в том числе ты пришел, и тебе не надо там ходить месяцами по кабинетам. Вот есть конкретный руководитель филиала корпорации развития, который говорит: тебе с какой стороны участок? Ближе к дороге, дальше, там, еще что-то. Все это подписывается, и в течение недели ты землю получил. Вот мы хотим так. Мы хотим людям свободу дать.